эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. 2 якутских предприятия займутся производством медицинского кислорода. Детский сад на 240 мест в Гагаринском округе Якутска готов на 95%. Ввод 34 километров дорог планируется в республике в следующем году. На эти цели из бюджета выделят более 1 миллиарда рублей. В столице республики состоялся открытый конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Якутские всадники-путешественники доехали до Бурятии. Половину расходов бюджета Якутии направят на социальную сферу в следующем году. Общий объем госбюджета составит 267 миллиардов рублей. Из них половину направят на поддержку социальных сфер. Об этом в ходе прямого эфира сообщил министр финансов республики Валерий Жандоров. То есть на оказание социально значимых услуг в области социальной политики, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта заложено 132 миллиарда 900 миллионов рублей. Министерство транспорта России решило отказаться от необходимости проверять QR-коды при продаже билетов. После введения обязательной проверки сертификатов их станут просить только перед регистрацией на рейс. Отмечается, что при отсутствии у пассажира после покупки авиабилета сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале госуслуг, авиакомпания пришлет уведомление о необходимости получения такого сертификата. Перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс только при наличии QR-кода. Авиакомпания вправе расторгнуть договор с пассажиром и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета, если сертификат к этому моменту так и не появится на госуслугах, объясняют источники авиакомпаний. За минувшие сутки коронавирусом в Якутии заразились 254 человека. Из них 110 в Якутске, в Мирнинском районе 24 заболевших, в Нерынгринском 20, в Мегино-Кангаласском 16, в Алданском районе 14 случаев заражения, в Ленском 11, в Амгинском 10, в Кангаласском 8, в Татинском Улусе 7 случаев. Еще в 13 районах выявили от 1 до 6 случаев заболевания. Более 4700 проб на ковид исследовали лаборатории республики за сутки. Тем временем ограничительные меры по коронавирусу смягчили в республике на фоне снижения числа новых заразившихся. Об этом сегодня заявил глава Якутии Айсен Николаев. В связи с улучшением эпидситуации введен ряд изменений по работе предприятий общественного питания. Так, в кафе, ресторанах и закусочных при условии работы с 6 до 23:00 допускается размещение по 1 человеку на 2 квадратных метра. Однако при этом предельная численность посетителей не должна превышать 100 человек. А если площадь зала менее 100 квадратных метров, то заполняемость должна быть не более 50% вместимости. При этом сохраняется запрет на посещение заведений детьми в возрасте до 14 лет без сопровождения взрослых. Заполняемость кинотеатров, театров, домов культуры допускается до 70%. Необходимость предъявления QR-кода, вакцинации, перенесенном заболевании или ПЦР-теста на входе остается без изменений. Также сохраняется запрет на проведение дискотек и иных программ с участием посетителей. В парикмахерских, спа-салонах, фитнес-клубах и тренажерных залах разрешается работа без ранее действовавших ограничений, а детские игровые центры останутся закрытыми до улучшения эпидситуации по ОРВИ и гриппу. Кроме того, с сегодняшнего дня разрешено проводить соревнования. Так, до конца текущего года планируется провести ряд наиболее значимых состязаний, в числе которых абсолютный чемпионат республики по масс-рестлингу и командный кубок Федерации по борьбе Хапсагай. Помимо этого, в районах дадут старт отборочным соревнованиям к спортивным играм народов Якутии. Отмечается, что все старты пройдут при пустых трибунах с соблюдением обновленных санитарных правил. Взрослые, значит, 18+, они будут допускаться к соревнованиям только при наличии QR-кодов, значит, QR-код о вакцинации, либо о том, что человек переболел.
Ага. И следующий, второй момент, это значит, дети до 18 лет будут допускаться к соревнованиям только при наличии отрицательного теста на ПЦР, полученного не ранее, чем за 48 часов. Раньше было 72 часа, да, если вы помните, а сейчас уже вот немножко вот сократили, да. Предприятие «Саха Агроплем» займется производством жидкого медицинского кислорода в республике. В данное время ведется поставка оборудования и обучение сотрудников. Ранее в этом году предприятие «Кислород Якутии» в Нерюнгринском районе организовало первое производство жидкого медицинского кислорода. Тем временем в Якутск из другого региона доставили емкости с кислородом для республиканских больниц общим весом 24 тонны. Груз доставлен теплоходом в сопровождении ледокола. Данный рейс стал одним из последних перед закрытием навигации. Тему продолжит Власий Сергеев. Два больших груза с емкостями с кислородом в Тяхтюре встретил теплоход-механик Курчатов, который прибыл к причалу вне графика специально для перевозки важного груза. Александр Шашин привез из Хабаровска две емкости общим весом 16 тонн. На дорогу ушло 3 суток. Водитель отмечает, что в таких рейсах важно постоянно следить за грузом. Опыт перевозки, да, тут нужен, потому что кислород, он боится масла. Нужно постоянно смотреть за давлением на бочках, потому что воздух, он все-таки все равно, радиатор есть, испаряется, превращается в сухой воздух и давление создает. Александр Иванов привез 8 тонн кислорода из Нерюнгри. Водитель обращает внимание на то, что, несмотря на спешку, нужно водить осторожно. Главная задача – привезти груз в целости и сохранности. Спешить надо, но торопиться не нужно, нужно доехать конкретно, чтобы ничего не случилось. Наша задача, чтобы... Главное, не трясти, никаких резких движений, чтобы все было плавно, чтобы там ни в кочку не влететь нигде. Финишная прямая, грузовики на барже. Теперь в дело вступает теплоход-механик Курчатов. Из-за сильных морозов канал быстро замерзает, поэтому судно с баржей сопровождает ледокол капитан Бородкин. В данный момент по кромке судового канала лед уже достигает метра, местами 1,5 метров намерзает. Но это только именно по кромке судового канала, потому что ходим, чистим, соответственно, этот лед по кромке нарастает, намерзает, и приходится очень долго, тяжело работать. Данный рейс стал одним из последних для связки Курчатов-Бородкин. После закрытия навигации емкости с кислородом планируется доставлять наземным транспортом по зимней переправе. По окончанию навигации, соответственно, откроется переправа для маломерных грузовых автомобилей, и наши поставщики жидкого кислорода будут доставлять при необходимости такими автомобилями. Благодаря контролю и помощи правительства Республики Саха-Якутия все осуществляется, никаких рисков в настоящий момент по недостатку кислорода нет. Доставленный груз продлит срок обеспеченности столичных больниц кислородом на 8 дней. До окончательного закрытия навигации планируется привезти еще 25 тонн кислорода. Власий Сергеев, Григорий Николаев, Тяхтюр, Якутск. Пандемия внесла существенные изменения в жизнь и здоровье жителей Дальнего Востока. Переболевшие коронавирусом более подвержены туберкулезным заболеваниям. Однако основы научной и практической работы, заложенные Якутским научно-исследовательским институтом туберкулеза, в настоящее время достойно продолжают специалисты фтизиатрической службы республики. Сегодня перед службой стоят новые задачи по снижению и ликвидации болезни на фоне роста числа граждан, которые перенесли ковид. В рамках 12-го национального конгресса в Якутске проходит научная конференция. Говорят о проблемных вопросах, будет принято внедрение новых методов и технологий, направленных на реабилитацию больных туберкулезом, а также разработаны методы персонализированной терапии. Это уже второе мероприятие, которое мы проводим в республике Саха-Якутия. Дело в том, что на протяжении последних нескольких лет в республике заметно улучшилась эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Показатели заболеваемости, смертности ниже общероссийских. Проводится специалистами НПЦ фтизиатрии огромная работа в этом направлении. Внедряются новые технологии в лечении, в диагностике туберкулеза. Очень хорошо применяются цифровые технологии, контролируемое лечение в удаленных населенных пунктах.
И вот как раз опыт Республики Саха-Якутия мы позиционируем на другие территории Дальневосточного федерального округа. Детский сад в Гагаринском округе Якутска почти готов к сдаче. Сейчас подрядчики завершают покраску и внутреннюю отделку, собирают мебель и устанавливают технику. Когда новый объект распахнет двери перед воспитанниками, знает Мадина Халикова. Просторный, большой и современный детский сад на улице Кузьмина в Якутске уже практически готов к сдаче. Маляры работают над цветовыми проектными решениями, оформляют стены и перила. Важно создать уютную атмосферу, ведь в этот детский сад пойдут малыши с самого раннего возраста. В данный момент ведутся покрасочные работы, отделочные работы все закончены. В данный момент мы находимся уже на финишной прямой. Уже к концу этого года мы полностью готовы сдать объект. Детская спортивная площадка, площадки для игр детские. Также 12 групп, 12 площадок, одна спортивная площадка. Закончили и фасадные работы. Также в здании провели отопление, свет, инженерные коммуникации. Установили и сантехнику. Оборудовали пищеблок. Помимо групп здесь предусмотрели прачечную, медкабинет, музыкальный зал и другие многофункциональные помещения. Работы в этом детском саду не прекращаются ни на минуту, ведь к концу месяца нужно сдать объект в полной строительной готовности. Сейчас она составляет 95%. Ну а уже после начнется оформление всей необходимой технической документации, и сад распахнет двери перед своими воспитанниками. Территория вокруг позволит летом детям вдоволь заниматься спортом и играть на свежем воздухе. Кроме того, здесь установили пандусы и подъемники для маломобильных граждан по всем современным стандартам. В рамках нацпроекта «Демография» завершается строительство детского сада на 240 мест. Включены 12 групп, в том числе и ясельная. Стройготовность у нас сейчас 95%. Завершаются строительно-монтажные работы. И начались сборка оборудования. В Якутии сейчас возводят 8 детских садов. 5 из них по нацпроекту «Демография». Все они в разной степени готовности, но с уверенностью можно сказать, что новые соцобъекты разгрузят существующие и позволят детям расти и развиваться в современных условиях. Не только в городах, но и в отдаленных районах республики. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутск. Свыше миллиарда рублей предусмотрено в бюджете Якутии на ремонт дорог в следующем году. Так, в Якутске планируют ввести 34 километра дорог. Законопроект о бюджете региона предусматривает также плановый период 2023-2024 годов. В этот период также планируется ввести 72 километра, не считая запланированных на 2022 год 34 километра. В ходе исполнения государственного бюджета объем средств будет увеличен. В план дорожных работ на следующий год включены улица Пояркова на участке от Дзержинского до Октябрьской, улица Ильминская на участке от Чайковского до Билибина, улица Чеченко, улица Мархинская в микрорайоне Марха и улица Ленина в селе Хатасы. Также в следующем году начнутся работы по реконструкции улицы Можайского. Кроме того, продолжится капитальный ремонт проспекта Ленина. Нерюнгринская городская библиотека проводит бесплатные юридические консультации. Сегодня в профессиональный праздник всех юристов состоялся очередной прием граждан по вопросам в сфере права. Подробности далее. В рамках общественной приемной по правовым вопросам, которая открылась в 2011 году для жителей Нерюнгри, в городской библиотеке был организован ежемесячный прием юриста для населения на безвозмездной основе. Специально для этого приглашается квалифицированный специалист, имеющий опыт работы юриста в разных сферах, который готов посвятить свое время для работы с гражданами и оказать юридическую консультацию. Я непосредственно нахожусь на гражданской службе, государственной гражданской службе Республики Саха-Якутия в должности помощника мирового судьи. Поэтому я, имея опыт работы в этой сфере, сейчас находясь в декрете и дабы не забывать, скажем так, не терять свой навык, сотрудничаю с библиотекой. В основном вопросы касаются семейного права, жилищного и трудового законодательства, прав потребителя, кредитных и прочих задолженностей. При себе желательно иметь документы, на которые можно ссылаться при решении проблемы. В случае затруднительной ситуации специалист будет находиться на связи с клиентом и искать пути решения вне отведенного на консультацию времени. Во-первых, я очень рада, что есть такая консультация бесплатная, очень удобная юриста. Обратилась я по личному
жилищному вопросу с администрацией, который не могу решить уже более 5-6 лет. И поскольку я не была юридически подкована в самом начале своего похода в администрацию, сейчас я пытаюсь коваться полностью. Да. Ожидаю жилье, ожидаю участок. 6 лет, 6-й год, поэтому я тут. Желающие получить юридическую консультацию, узнать, куда обратиться по своему вопросу, с чего начать, чтобы отстоять свои права, как действовать дальше, могут прийти на прием по предварительной записи. Эта несвойственная для библиотеки услуга набирает свою популярность среди нерюнгринцев, ведь защита своих прав – это важная часть жизни граждан. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Живет в развалинах, без тепла и водоснабжения. Ленчанин с ограниченными возможностями Петр Филиппов остался один в расселенном аварийном доме. Тогда все его соседи получили новые квартиры или денежную компенсацию. Проблема возникла из-за того, что два собственника, брат с сестрой, не смогли договориться. Но как бы ни складывались обстоятельства, оставлять мужчину в таких условиях бесчеловечно. Кто и каким образом решает этот вопрос, в репортаже Анны Кожевниковой. Уютная трехкомнатная квартира Петра Филиппова превратилась в совершенно непригодное для жизни холодное помещение. Хозяин обосновался в одной комнате, где есть теплые полы. Он греется с помощью электроприборов и кипы одеял. Пит в одежде, за водой в туалет ходит к соседям. На дворе декабрь месяц. В доме отключено и отопление, и водоснабжение. Холодно так, что даже кран перемерз. А в самой квартире дышится. Оказалось, что дом вот уже как 7 месяцев расселили, а у Петра возникли проблемы. Изначально не смогли договориться с сестрой, которая тоже является собственником и планировала получить компенсацию, тогда как Петр хотел квартиру в новом доме. Ни горячей, даже холодной воды нету. Я вот одеяло повесил, там вот в комнате более-менее тепло, вот живу, жду вот переселения. Но сейчас вот должны мне дать временное, сейчас вот морозы начнутся, должны дать временное жилье. До того, как дадут компенсацию, и куплю уже новое жилье, себе приобрету. Петр по обращению в суд сестры был признан ограниченно недееспособным. Соответственно, всеми его вопросами теперь занимается опека. Но почему мужчина оказался в таких условиях? Первыми, кто пришел на крик о помощи, стали члены общественного совета. К ним обратились неравнодушные граждане. Общественники, в свою очередь, направились к главе города, в отдел опеки и к прокурору. Ждать здесь нельзя, человеку надо давать срочно. Срочно давать какое-то временное жилье, поступят деньги, ему будет подобрана и куплена квартира. Представители органов опеки и попечительства по телефону пояснили, что решение суда о недееспособности Петра вступило в силу 27 апреля. С того момента они курируют его жилищный вопрос. О том, что в доме отключено отопление, они узнали только в ноябре. Заявление о предоставлении временного жилья до момента получения компенсации за аварийную квартиру Петр предоставил в городскую администрацию 30 ноября. Человек хочет получить компенсацию, но такое решение было принято отделом опеки и попечительства. Сегодня нам оценку предоставят, мы выплатим компенсацию 50% сестре, 50% брату. Сегодня мы решаем вопрос о предоставлении ему маневренного фонда. Я думаю, что этот вопрос решится буквально в течение 1-2 дней. Мы же вместе с членами общественного совета взяли на контроль этот вопрос и в дальнейшем проследим и расскажем телезрителям, как будет решена возникшая проблема. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сегодня, 3 декабря, отмечают День неизвестного солдата. Он посвящен всем павшим без вести и безымянным воинам, отдавшим свою жизнь за Родину. Так, в рамках этого дня, кроме возложения цветов к вечному огню, в рамках акции «Огни Победы» пламя зажгут у всех мемориалов страны. К акции в Якутии присоединились члены Общероссийского народного фронта и молодежь. Отметим, что дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-й километр Ленинградского и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. 1 декабря исполнилось 85 лет легенде советского якутского спорта Вадиму Избекову. В знаменательный день юбиляр получил поздравления от многочисленных воспитанников и соратников. Несмотря на возраст, Вадим Дмитриевич сохраняет бодрость духа и считает себя счастливым человеком.
Сын известного историка Дмитрия Дмитриевича Избекова вошел в историю спорта республики как первый чемпион Советского Союза по самбо. В далеком 1958 году под руководством основателя этого вида единоборств Анатолия Харлампиева студент престижного вуза страны Московского энергетического института Вадим Избеков зашел на высшую ступень пьедестала почета. Вадим Дмитриевич, уроженец Мегино-Кангаласского улуса, сейчас проживает в подмосковной Коломне. Я каждый раз, когда с кем-то собирался бороться, я постарался, чтобы хоть раз посмотреть, как он борется. Я смотрел впереди пар, ага, Избеков борется с тем-то, ага, а как это другой борется? Я сразу шел, искал пары и смотрел. И когда я посмотрел его, как он борется, я, как правило, у него выиграл. Студентка Арктического государственного института культуры и искусств завоевала гран-при Международного молодежного фестиваля народного творчества «Россия многоликая» с работой на основе корякской сказки. Якутянка участвовала в номинации «Живопись. Иллюстрация». Как отмечает Айталина, это было небольшое исследование знакомства с культурой, обычаями и традициями одного из коренных народов Дальнего Востока. В данной номинации принимала участие и другая студентка кафедры живописи и графики АГИКИ, пятикурсница Мария Острелина. Девушка удостоилась награды лауреата первой степени. Всадники из Якутии прибывают в Бурятии. Путешественники Мечил Неустроев и Дугуйдан Винокуров встретились с представителями местного министерства сельского хозяйства. Также они посетили достопримечательности и получили благословение шаманов-кузнецов. Напомним, всадники выехали 1 марта из Займиконского улуса. Они планируют доехать до Москвы. Общая длительность пути составляет порядка 15 тысяч километров. Отметим, что молодые люди передвигаются под флагом столетия Якутии, которому и посвящено путешествие. Помимо этого, одной из главных целей является популяризация якутской породы лошадей. Самообразовавшаяся в своем климатическом поясе порода. Ну и климат сам диктовал для развития. Из-за этого более выживаемость, чтобы хорошая была, наверное, такие маленькие были, мохнатые. Например, это не самая зимняя одежда, они еще более шерстистее. У нас когда минус 70, ну, за 60, когда бывает. В декабре жители Якутии получили право собственноручно срубить елку для семейного торжества. Минэкология региона разъясняет правила заготовки новогодних елей. Так, срубать деревья можно на лесных участках, подлежащих расчистке. Это минерализованные полосы, противопожарные разрывы вдоль дорог, линий электропередач и так далее. Таким образом, это не нанесет вред природе. Для заготовки ели граждане могут обратиться в ближайшее лесничество для заключения договора купли-продажи. Ограничений по количеству елей нет, однако важно подчеркнуть, использовать вырубленные деревья можно только для собственных нужд. Продажа и реализация запрещается. Плата за одну елку в зависимости от высоты дерева составляет от 45 до 266 рублей за штуку. За незаконно срубленную ель или сосну гражданину грозит административный штраф. При незаконной продаже новогодних елей штраф может дойти до 100 тысяч рублей. Если ущерб превысит 5 тысяч рублей, будет возбуждено уголовное дело. Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии» является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в стране. В Якутске, в Ледовом парке «Северное сияние» на 202-м микрорайоне в рамках данного фестиваля с 28 ноября по 2 декабря проходил 6-й открытый городской конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии». Продолжит тему Валерия Наумова. С 28 ноября по 2 декабря в Ледовом парке «Северное сияние» 20 команд в составе из 2 человек из 8 улусов и города Якутска состязались в конкурсе ледовых и снежных скульптур. Данное мероприятие проводится уже в 6-й раз. Каждый год участники данного конкурса представляют уникальные ледовые скульптуры на заданную тему. В этом году темы разделили на 2 блока. Для снежной скульптуры это было столетие Якутской ССР, а для ледовых скульптур это кинематограф. И даже глядя на некоторые ледовые скульптуры, сразу видно, что у авторов есть чувство юмора и чувство иронии.
Здесь персонажи мировых киношедевров и даже целые сцены из фильмов. «Аватар», «Титаник», «Кинг-Конг» и многие другие. А победителем среди ледовых скульптур стал Джек Воробей, популярный герой фильма «Пираты Карибского моря». Технически выполнили его по-настоящему виртуозно. У нас несколько вариантов было, но лед был тонкий, поэтому выбрали именно по композиции Джека Воробья, как бы она подходит по техническим условиям. Участниками конкурса выступали профессиональные художники и самоучки, скульпторы, мастера прикладного искусства, студенты и преподаватели вузов, колледжей и училищ. Проходил конкурс в несколько этапов. Конкурс у нас проходил в 3 этапа. Это получается у нас мы проводим конкурс совместно с Управлением культуры и духовного развития. Первый этап – это у нас блиц-турнир проходил на площади Орджоникидзе. Участвовало 20 команд. Потом 2 этапа у нас здесь, в Ледовом парке. Эти недолговечные скульптуры завораживают особой магией. Обычный кусок льда или снега в умелых руках мастера превращается в произведение искусства. Да и сам конкурс «Бриллианты Якутии» не только украшает этими чудесами столицу региона вот уже в 6-й раз, но и выявляет имена все новых и новых мастеров. Валерия Наумова, Артем Алексеев, Якутск. И в конце выпуска коротко о погоде. Синоптики прогнозируют сильный снег на юго-западной части республики завтра, 4 декабря. Ветер порывистый до 9-14 метров в секунду, а на западе по Нижней Лени ожидается умеренный снег. На побережье Арктики по Нижней Лени порывы до 15-20 метров в секунду по Земке. Температура воздуха завтра в центральных районах по Нижней Лени на севере, северо-западе ночью составит -39, -44, местами -43, -48. Днем ожидается -33, -38. На западе при снеге ночью -23, -28. Местами -13, -18. Днем -4, -9. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь. До встречи в эфире.